Это программа «Новости». Расскажем о главных и самых заметных событиях за сегодня. В студии ведущий Василий Раченко, и вот о чем пойдет речь. Первыми будут группы риска. Анна Попова рассказала о планах вакцинации от COVID-19. Северные реки начнут вскрытие на ключевых гидропостах уже с грядущих выходных. Сегодня в Якутии отмечают День Саилыка. Айсен Николаев посетил летник предприятия «Якутский скот». Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что прививать от коронавируса начнут с групп риска. Также, по ее словам, если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда смогут наработать вакцину для большей части населения России. Ранее Попова заявляла, что ограничения в стране отменят только после создания вакцины. А глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля, так как доклинические тесты идут по графику, а разработкой занимаются сразу несколько предприятий. Оснований для задержки дополнительных выплат врачам, работающим с больными коронавирусной инфекцией, нет. Об этом на заседании правительства объявил глава Кабмина Михаил Мишустин. По его словам, деньги за апрель уже должны быть выплачены в полном объеме, а в ряде регионов уже начались выплаты за май месяц. Премьер обязал Минздрав и Федеральное казначейство держать ситуацию с выплатами медицинскому персоналу под жестким контролем. Прошу совместно с Минкомсвязью проверять и оперативно отрабатывать все обращения, которые приходят по этой теме на портал государственных услуг, и докладывать мне о текущей ситуации ежедневно. По поручению президента выделим 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома. Из них 5 миллиардов рублей направим на закупку автомобилей скорой медицинской помощи. Кроме того, средства пойдут на льготное автокредитование и лизинг, а также на обеспечение опережающих закупок отечественной автомобильной техники для нужд компаний и корпораций с государственным участием. Айсен Николаев подписал указ об установлении стимулирующих выплат сотрудникам социальных учреждений Якутии. Повышенную нагрузку в условиях пандемии несут не только медики, но и сотрудники организаций социального обслуживания, оказывающие услуги пожилым людям, инвалидам и несовершеннолетним в стационарной форме. В регионе в режиме изоляции переведены 38 государственных и муниципальных организаций. В них более 3000 граждан и трудится 800 работников одномоментно. Для врачей, которые работают непосредственно, без отрыва в стационарных организациях социального обслуживания, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае, если обнаружатся больные и врач будет оказывать помощь зараженным COVID-19, доплата составит 60 тысяч рублей. Для среднего медицинского персонала, социальных и педагогических работников, психологов в социальной сфере, административно-управленческому персоналу выплата составит 25 тысяч рублей за двухнедельную смену. Если работают с заболевшими коронавирусом людьми, 35 тысяч. Для младшего персонала, сестрам-хозяйкам, санитаркам, сиделкам 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала и иных должностей 10 и 15 тысяч рублей. 80 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Якутии за сутки. 47 новых из них выявлены в Якутске, 17 в селе Хангор-Бие Намского района, 5 человек в Ленске, 4 в Нерюнгре, по 2 случая в Ваймиконском и Татинском районах, по одному новому случаю в Мирном, Верхневилюйском и Мегино-Кангаласском районах. Все заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются. Особое внимание хотелось бы обратить внимание на и районы, улусы, в которых появляются единичные случаи, они разрастаются. Это в том числе и Татинский улус, где у нас на настоящий момент уже практически 4 случая инфицированных. Значит, это также Мегино-Кангаласский район, в котором постоянно увеличивается количество на 1-2 человека. Соответственно, значит, и это также и Верхневилюйский район. Необходимо обратить внимание, что для промышленных районов Мирнинского, Нерюнгринского, Алданского сегодня приток тех людей, которые являются зараженными, все-таки связаны в большей степени с вахтой. К сожалению, не только с вахтами, но и с теми рабочими, которые являются привозными. Что касается города Якутска, к сожалению, мы увеличили
исходя из того, что мы увеличили большое количество тестов, стали делать, и, соответственно, город Якутск не может не вызывать беспокойства. Поэтому огромная благодарность тем жителям города Якутска, которые сидят дома. Спасибо вам за то, что вы сохраняете это спокойствие, сохраняете терпение, за то, что вы сохраняете эту санитарно-эпидемиологическую обстановку. Но, тем не менее, очаги городские, которые сегодня есть в городском округе, это семейные и корпоративные очаги. Госдума приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о россиянах. В базе будут указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения и смерти, пол, семейное положение, гражданство, а также информация, подтверждающая эти сведения. Всего в базе будет содержаться более 30 видов сведений о человеке. Их можно будет менять, если они утратили актуальность. О конфиденциальности позаботится налоговая служба. Доступ к этим данным смогут получить муниципальные органы, МФЦ, нотариусы, а также сами граждане или же их законные представители. В частности, после вступления в силу закона гражданам не нужно будет каждый раз заполнять сведения о себе при получении госуслуги. А работа властей в части прогнозирования социально-экономического развития страны и регионов, адресного оказания поддержки станет проще и точнее. Использование регистра станет обязательным с 2023 года. С начала пожароопасного сезона на территории Якутии зарегистрировано 28 природных пожаров. Об этом сообщил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников. Он отметил, что большинство из них – дело рук человека. За прошедшие сутки к тушению пожаров были привлечены 132 бойца и 23 единицы техники. Основные усилия МЧС направлены на защиту населенных пунктов и координацию сил и средств, задействованных в тушении пожаров. По сообщению авиалесоохраны, на сегодняшний день угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. В части тех пожаров, которые идут в зоне контроля, это рукотворные пожары, поверьте. Там местами даже этот снежный покров не сошел. Примерно в Антальском районе наверняка снежный покров не сошел, а уже у нас пожары идут. Это плохо организованная работа на местах. По-другому сказать никак нельзя. За период нынешней навигации планируется перевезти 1 миллион 238 тысяч тонн грузов. Об этом также сообщил первый заместитель председателя правительства Алексей Колодезников. На сегодняшний день уже отгружено около 147 тысяч тонн грузов, 107 тысяч из которых жизнеобеспечивающие. Также начата отгрузка угля с шахты Джебарики-Хая для потребностей Амгинского района. На сегодня из запланированных 30 тысяч тонн отгружено 11 тысяч. Алексей Колодезников также отметил, что на контроле будет доставка грузов по реке Вилюй. В целом, каждая навигация, она по-разному складывается, исходя из обстановки на реках. И в прошлом году мы столкнулись, когда в среднем течении реки Лена была проблема, низкие уровни воды. Поэтому мы сейчас отдельно взяли на контроль доставку ТС-1, своевременность работы судов. Ну и надо иметь в виду, что у нас заработала железная дорога до Нижнего Бестяха, то есть часть грузов однозначно будет идти уже по другой логистической схеме. Вскрытие реки Колымы у поселка Черский в Якутии ожидается 25-27 мая. Также, по данным регионального МЧС, 23-25 мая прогнозируется вскрытие реки Оленек у гидропоста Сухана в Оленекском районе, что на несколько суток раньше многолетней нормы. Ледоход на реке Лени в ближайшие 2 суток продвинется до Булунского района, на реке Индигирки до Абыйского. А на реке Яне ледоход в ближайшие 2-3 суток будет продвигаться по территории Устьянского района. Вторую волну повышения уровня воды прогнозируют у Якутска и его пригородах. Таков прогноз регионального МЧС на 28-29 мая. В сообщении сказано, что ожидается повышение уровней воды с подтоплением пойменных участков местности. Населению рекомендуется соблюдать меры безопасности. Напомню, что гидрологической ситуации на реках республики можно наблюдать самостоятельно на специальном сайте Половодье 2020. В управдоре Вилюй рассказали о сроках открытия движения по наплавным мостам. Так, через реку Тюкян на 702-м километре открытие запланировано на 25 мая, через реку Малая Батуобия на 1151-м километре на 5 июня. По Малой Батуобии возможны корректировки даты в зависимости от погодно-климатических условий. Также управдор Вилюй просит пользователей дороги принять во внимание, что сквозной проезд до Мирного будет возможен не ранее 5 июня.
Проведение единого государственного экзамена начнется в стране 29 июня. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам образования в условиях COVID-19. Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, Путин считает необходимым провести ЕГЭ по всей стране. Экзамен начнется 29 июня. Школы помогут выпускникам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением. Оно носит временный характер. Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия. Что сейчас особо важно для людей? Зачисление пройдет в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года. Также президент поручил предусмотреть возможность сдачи ЕГЭ в течение следующего учебного года. И призыв на военную службу для выпускников 2020-го будет отложен. Российский лидер призвал ускорить подключение школ к скоростному интернету, но опроверг информацию о полном переходе на онлайн-образование. Цитата: «Те слухи и вбросы, что дистанционное образование полностью заменит и вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы, университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», — сказал президент. Вернемся к новостям региона. Автопарк Ниренгринская ГРЭС пополнился новой техникой. В рамках технического перевооружения приобретен новый бульдозер Т-35. Уже сегодня техника задействована в топливно-транспортном цехе, на укладке угля в штабель, его смешивании и подаче в бункер сырого угля. Мощность машины позволяет производить 3 буксировки с подачей до 3000 тонн угля в смену. Преимуществом бульдозера являются его высокие характеристики при разработке мерзлых грунтов. Это уже 3-й бульдозер данной марки в автопарке Ниренгринской ГРЭС. Работаем уже много лет на Ниренгринской ГРЭС. И вот у нас тут случилось приятное пополнение парка. Получили новую технику, маневренную, мощную, Т-3501. Очень приятно на нем работать. Оснащен уже кондиционером. Ну и много приятных мелочей как в работе, так и в обслуживании техники. Айсан Николаев посетил новый САЭЛЫК предприятия «Якутский скот». Там сейчас трудятся 4 работника и содержатся 40 голов скота, 34 из которых дойные коровы. Переезд в САЭЛЫК состоялся 11 мая. Отделение «Кылыс» образовано в 2008 году. В настоящее время отделение является одним из лучших по показателям. За 12 лет через него прошло свыше 100 голов якутского скота в филиалах и хозяйствах Амгинского, Татинского, Верхневилюйского и Жиганского районов. Переезд в Летник очень важен для роста производства местной продукции. В сезон в САЭЛЫКах в среднем производится около 40-50 тысяч тонн молока высшего качества, что составляет 23-25% от всего валового надоя молока. Благодаря работе только ряда отдельных хозяйств, ряда энтузиастов удалось сохранить якутскую породу скота. И последние годы начались первые такие движения по ее сохранению и восстановлению популяции. Наша главная сейчас задача уже более активно эту работу проводить. И мы эту работу будем объединять под эгидой нашего казенного предприятия «Якутский скот». Мы считаем, что в ближайшие годы мы должны уже популяризировать эту породу скота и с ее экологически чистым, очень вкусным мясом, абсолютно уникальным молоком. Ну и, конечно же, использовать ее как один из таких символов, в том числе, может, даже и для нашего внутреннего и внешнего туризма. Так? Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что восстановление и разведение якутского скота – это одна из базовых задач нашего сельского хозяйства. На этом выпуск подошел к концу, но прежде чем завершить программу, еще раз напомним, что в Якутске и ряде других территорий действует масочный режим. Не подвергайте себя и других опасности. Надевайте маски в общественных местах. Обязательно носите вне дома в помещениях. А передвигаясь на общественном транспорте, например, автобусах, не забудьте с собой пару резиновых перчаток. Берегите себя и до свидания.